Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Добро пожаловать на консультацию по вступительным испытаниям по физике. Прежде чем вы начнете подготовку к вступительным испытаниям, необходимо знать основные моменты, чтобы подготовиться правильно и успешно завершить тест. Во-первых, экзамен по физике охватывает несколько разделов, в частности, механику, молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику и атомную ядерную физику. Для подготовки можно использовать классические книги по физике, и чуть позже я расскажу, где нужно найти список литературы, рекомендуемой для подготовки вступительным по физике. Второе. Продолжение теста 60 минут и 1,5 часа для людей с ограничениями здоровья при наличии соответствующих документов. Сам экзамен проходит в виде теста. В тесте 25 вопросов. Минимальное количество баллов, которые вы должны получить, это 36 баллов, соответственно, максимальное 100. А дальше уже конкурсная ситуация определит тех, кто поступит. У вас на прохождение теста всего одна попытка, поэтому будьте аккуратны. И, кстати, проверьте свой компьютер на соответствие минимальным требованиям. После того, как вы подадите документы, вам на почту электронную придут логин и пароль, с которыми вы входите первый раз в свою учетную запись. Далее вы ее можете сменить и уже будете заходить под своим логином и паролем, который вы, соответственно, применили. Перед самим экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно хорошо лицо самого абитуриента, и разворот паспорта, где видны фамилия, имя и отчество. Необходимо помнить, что время прохождения теста ограничено, и учитывайте это, когда начинаете тест, чтобы вам хватило этого часа или, как я говорил, в специальных условиях 1,5 часа для того, чтобы завершить тестирование. Расписание тестирования вы можете найти на сайте abitur.bspu.ru, где все программы и все экзамены вывешены в виде списков. В частности, по физике у нас экзамен будет проходить 25 июня. Это основной экзамен, и дополнительный 18 августа с 10 до 22. Не забудьте вовремя зайти, как я уже говорил. У вас час на прохождение теста. Соответственно, если тест идет до 17:00, то вам нужно зайти как минимум в 16:00, чтобы успеть завершить ваш тест. В случае, если вы поступаете на заочное отделение или на коммерческое обучение, то, соответственно, вы можете сдавать в другие даты. Это 20 августа и 16 августа. Подробно расписание экзаменов вы можете найти на сайте по адресу abitur.bspu.ru. Программа вступительных экзаменов, она тоже вывешена. Здесь подробно указаны и те разделы, которые будут представлены в тесте, также рекомендуемая литература для подготовки к тестированию, минимальные требования к компьютеру для того, чтобы не было никаких технических сбоев при прохождении теста, и примерные задания. Вы можете потренироваться, решив такие классические тесты по физике в виде открытых вопросов, закрытых, задач и так далее. Например, вам представлены две задачки, и нужно выбрать правильный ответ среди предложенных.
еще несколько задач, пожалуйста, по электричеству, по оптике. Задачи среднего уровня, но, конечно, требующие определенной подготовки. Поэтому, пожалуйста, нужно серьезно отнестись к этой подготовке, и все у вас получится. Значит, это мои контакты, значит, моя почта. Вы можете, если у вас есть вопросы какие-то, написать и задать мне вопросы по прохождению или теста, или каким-то техническим вопросам. Я всегда буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Ждем вас на экзамене по физике в соответствующие даты. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.